Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Бадра Гумба посетил чайное хозяйство в селе Ктола Чемчирского района. В Музее боевой славы открылась выставка из фондов Музея кино, посвященная 80-летию Победы. Песни, стихи военных лет, истории подвигов дедов и прадедов в 10-й горской школе прошла торжественная линейка. Президент Бадра Гумба в минувшие выходные посетил чаеводческое хозяйство в селе Ктола Чемчирского района. Главу государства сопровождали вице-президент Беслан Биквава, премьер-министр Владимир Дылба и руководитель администрации президента Беслан Эшба. Плантации расположены в поселке Тоумыш. Руководители страны также посетили памятник погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Жители села Адгур-Герге и Аляс-Асланди в 2019 году арендовали у государства чайные плантации и основали предприятие «Эко-чай». Начали они с 3 гектаров, восстанавливали плантации собственными силами. Первый урожай был собран в 2023 году. Помощь со стороны государства позволила предпринимателям приобрести специальное оборудование, увеличить производство и улучшить качество продукции. Чаеводы показали президенту плантации, рассказали о работе предприятия и планах по расширению производства. Бадра Гумба отметил, что государство нацелено на поддержку местных производителей. Президент поручил премьер-министру Владимиру Дылба оказать максимальное содействие предприятию «Эко-чай» в реализации готовой продукции. Российские медики начали диспансеризацию в Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями. Она организована для детей, которые не могут попасть в обычные школы, в которых нет условий для их осмотра, уточнил руководитель региональных бригад врачей Александр Букш. Самая масштабная диспансеризация за 30 лет началась в республике 12 февраля и продлится до конца мая. Планируется, что она охватит около 25 тысяч детей. Более 22 тысяч из них врачи уже осмотрели. Победитель конкурса команды Абхазии Беслан Аршба назначен начальником отдела по работе с молодежью Госкомитета по делам молодежи и спорта. Вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета Тараш Хакба отметил, что назначение Аршба обусловлено его профессиональными успехами и вкладом в развитие молодежной политики республики. «Кино Победы» – так называется выставка, которая открылась в преддверии Дня Великой Победы в Музее боевой славы. Здесь представлено более 500 единиц копий музейных предметов, эскизы к фильмам, фотоматериалы, хроники, копии документов и другие экспонаты. Выставка подготовлена при поддержке Министерств культуры России и Абхазии совместно с представительством Россотрудничества в Абхазии, Музеем боевой славы. На открытие экспозиции пришли спикер парламента Алаш Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства и депутаты. Репортаж Алики Трапш. Главным акцентом выставочного проекта «Кино Победы» стал кинематограф, созданный в годы Великой Отечественной войны. Основой экспозиции послужили фотоматериалы, плакаты и рукописи из фондов Музея кино. В тяжелые военные годы искусство кино помогло укрепить веру в людях, что победа близка и война обязательно закончится. Следовательно, все жертвы не напрасны. Выставка открылась в Абхазии впервые и представляет собой не просто собрание кинохроники и художественных фильмов. Это окно в прошлое, которое позволяет нам вспомнить, через какие испытания прошли наши предки и как они, проявляя несгибаемый дух и невероятную отвагу, одержали победу. Фильмы о Великой Отечественной войне помогают нам более глубоко понять то, что пережили наши деды и прадеды.
Основой юбилейной экспозиции «Кино Победы» послужили фотографии, плакаты, рукописи и копии оригинальных предметов из фондов Музея кино. На экспозиции представлены фотоматериалы и описание героических подвигов советских солдат, в том числе выходцев из Абхазии. Выставка тематически поделена на несколько зон. Стенды, посвященные памяти кинематографистов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, о комедийных кинолентах, помогающих справиться с бременем трагедии, о кинематографе для самых маленьких, о классике военного кино, об осмыслении и сохранении памяти подвига предков современными кинематографистами. В Абхазии 80-летие отмечают намного более активно, чем в большинстве других стран мира. И это показатель того, что мы во время войны, когда были единым народом, сохраняем ту духовную связь сквозь годы, сквозь времена, которая была характерна для наших дедов и отцов. Мы все знаем, что абхазские добровольцы принимают самое активное участие в специальной военной операции. Только что с их большим вкладом успешно завершилась операция в Курской области. Мы отмечаем также, что, как и много десятилетий назад, абхазы героически проявили себя. Мы все помним, что 55,5 тысяч граждан ушли с территории Абхазии на фронты войны, 17,5 не вернулись. 23 героя Советского Союза, 3 полных кавалера Ордена Боевой Славы. Эта память всегда была и будет с нами. Эта выставка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поистине является совершенно уникальным событием, которое объединяет историю, искусство и кинематограф. Пусть выставка «Кино Победы» станет символом единства, памяти и благодарности, будет полезна и занимательна для посетителей всех возрастов, но прежде всего для абхазской молодежи. У посетителей выставки «Кино Победы» есть уникальная возможность узнать о знаковых событиях Великой Отечественной войны, познакомиться с историей создания известных военных фильмов. Культурно-просветительская акция «Кино Победы» позволяет вновь и вновь вернуться к истории прошлого и увековечить память о героях войны. Выставка очень компактная. Это не значит, что маленькая. Она просто концентрированная. Выставка зонирована. И первое, что вы увидите, это мемориальная зона. Она сделана тоже не просто так. Вы увидите звезду. Это не просто звезда, это орден славы. А за ней могила неизвестного солдата. Наша слава нам досталась большими жертвами. И мы преклоняемся перед погибшими. Выставка «Кино Победы» будет открыта в Музее боевой славы до 9 мая. С 13 мая она переместится в Национальную библиотеку имени Папаскир, где будет проходить по 30 июня. Аля Катрапшра Мукамки, Абхазское телевидение. Печальная весть. Ушла из жизни врач-терапевт, ветеран труда Людмила Тарнава. Людмила Тарнава более 50 лет посвятила системе здравоохранения. Много лет работала заместителем главврача Гудаутской ЦРБ. 23 года посвятила воспитанию молодых медиков в качестве директора Гагарского медицинского училища. В памяти коллег она навсегда останется светлым, добрым и отзывчивым человеком, говорится в соболезновании Министерства здравоохранения Абхазии. Общероссийский народный фронт дал старт акции «Огонь памяти». Частицу вечного огня, взятого на могиле неизвестного солдата в Москве, доставят в Абхазию 7 мая и передадут Государственному музею боевой славы имени Владислава Арценба. Зажгут вечный огонь у памятника неизвестному солдату в Сухуми 9 мая. К 80-летию Победы возле Сухумской колоннады открылась выставка, организованная администрацией Тамбова. На представленных стендах рассказывается о вкладе области в победу в Великой Отечественной войне, о героизме солдат Красной армии, в том числе уроженцев Абхазии. На открытие выставки прибыла делегация во главе с председателем Тамбовской городской думы Еленой Леоновой. Подробности в материале пресс-службы столичной мэрии.
В Сухуми с официальным визитом находится делегация города-побратима Тамбова. Гостей принимал глава столичной администрации Тимур Агарба. Сухум и Тамбов с 2012 года города-побратимы, и уже много лет идет плодотворное сотрудничество в самых разных сферах. Глава администрации Сухума Тимур Агарба выразил готовность и впредь развивать многосторонние связи в интересах горожан. Мы активно с вами развиваем разные направления, в том числе и образование, сферу образования, культуру. Мы выражаем готовность и дальше развивать с вами отношения во всех сферах, которые интересны для наших горожан и для наших городов. Также выражаю благодарность за организованную выставку у нас на набережной. Для нас очень важно чтить память наших героев в преддверии такого праздника. Поблагодарить вас хотел за ваш визит и за организацию выставки. Спасибо. Председатель городской думы Тамбова Елена Леонова отметила существующее конструктивное взаимодействие между Сухумом и Тамбовом. Особенно отрадно, по ее словам, что проводятся проекты, направленные на объединение подрастающего поколения двух стран. Очень рады, что у нас такое с вами конструктивное взаимодействие. И действительно вы сказали, что и на уровне наших школьников мы взаимодействуем, и ребята с творческих коллективов к нам приезжали, и ребята из наших творческих коллективов к вам приезжали. Мы с большим уважением ждем вас у нас на День города Тамбова. Он у нас проходит 12 июня, в День России. У нас еще много с вами совместных планов. Самое главное, что мы с вами пытаемся и, наверное, делаем правильное дело, объединяем наше подрастающее поколение, чтим нашу общую победу. По словам начальника управления инвестиционной деятельности и внешнеэкономических связей Тамбовской области Ольги Каменевой, товарооборот между городами-побратимами имеет тенденцию к увеличению. Тамбовская область также заинтересована в потреблении продукции Республики Абхазия, то, что производится в городе Сухум. Я думаю, что нужно все-таки упор еще сделать большой на развитие инвестиционных отношений, экономических отношений, на, опять же, развитие товарооборота. На 2025 год намечен ряд совместных планов у Сухума и Тамбова. Дорожная карта насыщена интересными мероприятиями, которые, несомненно, будут реализованы, подчеркнул мэр столицы. Нашим производителям есть что предложить для того, чтобы жители города Тамбов имели возможность увидеть какое-то направление из города Сухум, той же продукции, производимой на нашей территории, на прилавках города Тамбов. Традиционный обмен подарками гостей и хозяев прошел необычайно тепло. Преподнесли друг другу презенты, которые символизируют города Сухум и Тамбов. Затем участники встречи направились на набережную Махаджиров. У колоннады развернута выставка «Во славу Родины, во славу Победы», посвященная празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она организована Тамбовской мэрией. Как рассказала Ольга Каменева, Тамбов не был непосредственным местом военных действий, но стал госпитальным городом, где залечивали свои раны сотни бойцов. А знаменитые красноармейцы, герои Советского Союза Зоя и Александр Космодемьянские, кстати, были из Тамбовской области. Тамбов занял положение такой госпитальной зоны. Очень много госпиталей. Кстати говоря, госпитальная зона была и в Абхазии. То, что объединяет нас, и Сухум, и Тамбов, что действительно мы были большими госпитальными базами. У нас было почти 100 госпиталей. Вклад и Абхазии в победу в Великой Отечественной войне, и вот о том вкладе Тамбовщины, о котором мы сейчас с вами говорили, они очень значимы. И сегодня, как мы уже отметили, мы продолжаем помогать бороться с новым фашизмом. Будем надеяться, что общими усилиями мы дождемся нашей общей победы. Глава администрации Сухума Тимур Агарба, осмотрев экспозицию, поделился, что выставка будет интересна горожанам и рекомендовал управлению образованием выставить экспонаты и в День Победы на запланированных общегородских мероприятиях. Очень интересная выставка, информативная такая и подача. Да, я думаю, что нашим горожанам будет интересно посетить и ознакомиться. Спасибо. Делегация Тамбова пробудет в Сухуме до 7 мая и проведет еще ряд встреч с сухумскими коллегами. Амрамич Балексия Гухава, пресс-служба администрации города Сухум.
В 10-й горской школе состоялась праздничная линейка, посвященная Великой Победе. Песни, стихи военных лет, истории подвигов дедов и прадедов. Так прошло праздничное мероприятие, на котором побывала и наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы Вардания. Рассказывать и передавать подрастающему поколению истории дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны спустя десятки лет особенно важно, потому что залогом бессмертия героев и их подвигов должна быть память народа. В общеобразовательных учреждениях республики этому уделяется большое внимание. В 10-й школе ежегодно проходит большая праздничная линейка, посвященная Дню Великой Победы. В этом году юбилейная дата, поэтому к мероприятию готовились тщательно. Продумано все от костюмов до танцев. 55,5 тысяч жителей Абхазии участвовали в Великой Отечественной войне. В каждой семье есть история, связанная с тем, кто не вернулся с фронта и кому удалось выжить и совершить бессмертный подвиг. Учащиеся 10-й горской школы на праздничной линейке рассказывали истории своих родственников с гордостью. С нашей деревни Варлам Габли, он с села Тамыш, и он является героем Советского Союза. Вот, и он также мой родственник. К этому мероприятию мы готовились, наверное, около месяца, вот с апреля. Нам дали текст, распределили, кто какой кусок говорит, программу. Работали над ней около месяца. Патриотическое воспитание – это не просто слова, это ежедневная работа, которая начинается с подобных мероприятий, отметила завуч по воспитательной части горской школы Инга Канджария. К этой дате мы очень трепетно относимся не только сегодня к 80-летию, но и каждый год. Мы очень ответственно встречаем этот праздник. У нас сегодня здесь в школе открытое мероприятие, торжественная линейка, где учащиеся рассказали об основных моментах Великой Отечественной войны. В праздничной линейке приняли участие творческие школьные коллективы. Они станцевали и исполнили песни военных лет, прошли строевым шагом. Школьники примут участие в городских мероприятиях, посвященных знаменательной дате – 80-летию Великой Победы. Гугуца Вардания, Ахра Амичва, Абхазское телевидение. Столичная администрация утвердила план мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 6 мая на площади Свободы пройдет конкурс для школьников «Смотр строя и песни». Основные мероприятия запланированы на 9 мая, в том числе велопробег, праздничный митинг, концерт песни военных лет и большой концерт, который завершится салютом. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 6 мая, в Абхазии ожидается облачное с прояснениями. Погода, возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем плюс 13-18, температура морской воды плюс 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.